Компания Parade Luxury представляет два образа марки Stambolini, два вечерних образа. Взять вот первый образ, это более летнего плана, более легкий, без подкладки. И плюс к ним можно подобрать летние лоуферы, которые носятся только с короткими брюками. Второй образ, это более официальный стиль. В чем преимущество этого смокинга? Он из натуральной ткани, но при этом он тянет. Вам в нем будет комфортно даже на мероприятии с официальным дресс-кодом. Во всех магазинах Parade скидки на всю летнюю коллекцию до минус 40%. Здравейте, драги зрители, аз съм Иво Харизамов и вие сте в предаването Минута е в много. Днес ще говорим на тема литература, защото ще ни гостува известната литераторка Юлиана Смокинг. Моля, заповядайте. Приветствия са аплодисменти. Много супер. Какво правите? Нищо, пуснах си любимите песнички, така. Така, там как беше името, че забравих, много извратено ви беше. Значи първо ще... Юлиана Смокинг. Да, Юлиана Смокинг. Юлиана, какво ви накара да започнете да пишете? Коречи. Какво ви накара да започнете да пишете? Чакай малко. Добре. Какво ме накара какво ме вдъхнови да пиша? Да. Точно така, Милко Калайджиев ме вдъхнови да пиша. Не мога да приема отговора ви за верен. Трябва да отговорите с аргументи, ако обичате. Добре, нали се сещате на последно време в България? Много бедно ще стана. Хората са нещастни. И вие решите да почнете да пишете, за да може направо да се закопат, така ли? Не точно. Добре, какъв жанр пишете вашите творения, или ако мога така да го нареча? Ето! Точно за това Тони Стораро е жанрът ми. Как може? 7 пъти. За това съм направила 7 книги и за 7 какво се произведения разправяте? във всяка книга. Какво пишете? Стихотворения, литературни творби или какво? Моля, спрете с тези 7 творения. Кажете 7 пъти. Кажете как се казва вашата първа книга? Първа радост за сигаци. Кога я издадохте, ако може да попитам? През 92 година. Вие не сте ли родена през 97? Не е вярно това. Родена съм през 77. Рано пишете още от млада. Да, точно така. Сега на колко сте, ако мога да попитам? На 37. Неправилно изчислено, но добре. 77 и 37. За това, може да ви попитам, когато ви изпратих писмо, че ще гостувате в моето шоу, каква беше вашата реакция? Много се зарадвах от началото. А защо сте дошла гола? И да боли ще мине. Добре, може да ми кажете защо сте дошла гола? Обърнете се към драгите зрители, бе. Забравих. Забравихте да се облечете. Да. Добре, драги зрители, това беше нашата гостенка Юлиана Смокинг.
да изпратим за аплодисменти. Мама ти дева, мази тук, бе. Драги зрители, това беше за днес, надявам се... Как не знаем? Айде, махи се, бе! Изхвърлихме нашата гостенка. Надявам се шоуто да ви е било забавно. Очаквайте още не знам какво. Чао! Делайте столько, чтобы вас за это критиковали. Смотрите, это отличается от того, о чем я раньше рассказывал, что вы привлекаете внимание, и тогда вас будут критиковать. Я хочу, чтобы вы подумали о масштабах своих действий. Сколько всего вы делаете? Звонков, писем по почте или электронной почте, визитов, или что бы вы там ни делали каждый день. Все, что вас приближает к своей цели. И чтобы по-настоящему, по правде чувствовать мотивацию, я попрошу вас сделать столько, что люди начнут критиковать вас за такой объем. Знаете, долго не займет. Наше сегодняшнее общество настолько против работы и усилий, что люди скажут: «Дружок, надо расслабиться, потихоньку, полегоньку. Зачем так много? Надо радоваться жизни». Если честно, вот чего я хочу от вас. Делайте столько, чтобы люди не просто вас критиковали, а чтобы вы были образцом того, как действовать, чтобы добиться цели. Я описал это в книге «Правила в 10 раз больше». Все недооценивают и свой потенциал, и нужное количество усилий, чтобы дойти до цели. Действуйте так масштабно, налаживайте столько связей, чтобы вас спрашивали: «Парень, как тебе удается?» Понимаете? Это уже намного выше критики. Теперь они вами восхищаются. Делайте столько, чтобы вас критиковали, а затем начали восхищаться. Раз, два, три.
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин стали родителями. У пары родилась двойня. Малыши, мальчик и девочка появились на свет от суррогатной матери еще 18 сентября. Сообщил об этом информагентство РИА Новости. Сына звездная пара назвала Гарри, дочку Елизавета. Ухаживать за новорожденными родителям помогает няня. 64-летний Пугачева и 37-летний Галкин вместе уже больше 12 лет. Но поженилась пара только 2 года назад. В Госдуме в первом чтении приняли решение увеличить акциз на вейпинг. Вот вейпинг я даже не знал, что это такое. Нет, в смысле, я знал, что это такое, я не знал, что это так называется. Это курить куришку электрическую, да. Называется вейпингом. Я и не знал, нифига, представляешь, вот век живи, век учись. И вот теперь они будут на это акциз вводить. А еще они будут на топливо вводить акциз, и это уже не вейпинг, да? На вино, на табак, на табачные изделия они еще перераспределяют налоги в пользу федерального центра, но, в общем, как раз делают прямо противоположное тому, что они обещали делать. Они обещали перераспределить налоги на субъект федерации, на местное самоуправление и не вводить никаких налогов. Если ты помнишь, Путин на последнюю пидора клялся не вводить налога. Причем в своем послании. Да, официально. Да, ну вот оказалось нет, значит. Забыл, чувак, забыл. Ошибился, да, помнишь, как в том фильме.